Все, мы появились. Ну, бисмилляхи-рахмани-рахим, Аллаха тапшырдык. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, как нас слышите, как качество звука, не нужно ли прибавить громкости. Ипташляр, давайте поактивнее. Исамсыз. Алга. Сейчас тут напишет. Дуслар, давайте. Есть контакт, напишите, пожалуйста, как нас слышите. Пока между собой общайтесь, Дуслар, давайте, кто в чате, напишите, как нас слышите, нам очень важно. Мне кажется, надо двигать. Там, Ну ладно, Дуслар. В общем, мы начнем нашу беседу сегодня с Искандером Леруновичем, с Искандером Абы. Мы обсудим, значит, наверное, современный практический процесс, который происходит в соседнем Башкортостане. У нас в Татарстане никто там родоплеменную идентичность не насаждает же. В общем, Дуслар, смотрите, история такая. Ко мне обращаются татары из Башкортостана. О, как раз вот пишут, что у нас звук хороший. В общем, ко мне обращаются татары из Башкортостана и жалуются, что очень сильна активность по популяризации либо насаждению родоплеменной идентичности. То есть берут, например, местные радиостанции и начинают там перечислять, вот эта деревня к такому роду племени башкирскому относится, та деревня относится. Целый там YouTube-канал с мультфильмами про вот это вот РУ, да, посвятили. В общем, что-то такое интересное происходит, и как бы аудитория говорит, помогите, пожалуйста, разобраться, что же на самом деле. В общем, мы с Искандером Леруновичем решили взять эту тему и вообще порассуждать. Вот родоплеменная идентичность, да, вот там говорят, вот родоплеменная идентичность, национальная идентичность, этническая идентичность. Как не запутаться в этих идентичностях, да? И вообще вот как в современном мире, в современных сообществах, государствах, мы же еще и в городах живем, в городах существуют вот эти вот идентичности. Вообще у современного человека есть запрос, есть необходимость в родоплеменной идентичности, вот в этой вот. Искандер Лерунович, давайте разбираться, вам слово. Сансас, слушатели, я думаю, что надо подписываться на наш канал, активно включаться, присылайте ваши вопросы, мы рады будем отвечать. Чем будет больше вопросов, тем больше у нас будет поводов встречаться. Мы готовы отвечать на любые, на самые неудобные вопросы. Я всегда говорю, что нет плохих вопросов, есть плохие ответы. Но мы постараемся дать ответы хорошие. Что касается родоплеменной идентичности, ее происхождения и развития, то определенно, что она возникает на самых ранних стадиях развития человечества. И существовала вместе с человечеством как некоторая форма организации, практически вплоть до нового времени. Но в условиях нового времени, развития урбанизации, развития городов, развития высшего образования, в развитии средств массовой информации и армии, как такого государственного института, становления общего разговорного и литературного языков, вот эта родоплеменная идентичность, она стала размываться, потому что довольно трудно ее поддерживать в условиях города или даже в условиях усиленной урбанизации. И особенно в новое время, когда происходили значительные миграции населения из Европы в Америку, в меньшей степени в Азию, миграции, например, китайцев в Тихоокеанский бассейн, в Юго-Восточную Азию. И
мигранты уже, поскольку они прибывали из разных мест, то они теряли вот эту своего рода племенную идентичность. И в конце концов можно сказать, что родоплеменная идентичность фактически в эпоху модерна исчезла. Но в какой-то момент она стала опять проявляться. Здесь я вижу такую тенденцию, которая, очевидно, всегда присутствует наряду с модерном. Это такой антимодерновый проект, это такая реакция традиционного общества на вот эти вот все изменения, на влияние модернизации и глобализации. Некоторые общества, особенно те, которые недостаточно развиты, не накопили такого культурного потенциала, не накопили реального капитала, человеческого капитала, они вынуждены прикрываться вот этой самой родовой своей принадлежностью для того, чтобы быть хоть как-то конкурентоспособным в этом самом современном мире, где личность и ее человеческий капитал, ее интеллект этой личности играет главную роль. Но там, где вот этого капитала гораздо меньше, то есть стремление спрятаться за вот этой самой традиционалистскими институтами, в частности родовыми, для того, чтобы быть успешным вот в этом самом современном мире. Вот это питательная среда для того, чтобы в современном мире появились вот эти самые тенденции. Но не только. Дело в том, что во многих обществах, которые еще недавно шагнули из феодализма, были порабощены колониальными державами, например, после этого получили независимость. Вот многие из этих стран были в некотором образом законсервированы вот в этих своих родовых традициях. И после того, как колониальная вот эта самая власть была свергнута, к власти пришли те же самые представители таких же традиционалистских обществ. А смотрите, те, кто колонизирует, да, представители метрополии, им важно, чтобы вот то население, из которого они там получают там полезные ископаемые, там трудовые ресурсы и так далее, они были заинтересованы, чтобы была законсервирована вот эта вот родоплеменная идентичность в этих людях? Это вообще так? Разумеется, именно так. То есть, вот если мы посмотрим на то, как поступали, например, англичане в Индии, то там сохранилась даже княжеская система. То есть феодальная структура, а сверху вот эта колониальная администрация, которая привлекала вот этих раджей, султанов, обеспечивала их детям. Там даже существовала определенная квота на поступление в Кембридж, Оксфорд. Просто они, когда приезжали, получив это образование, но поскольку, конечно же, они не учились, то нужны были им какие-то помощники, секретари, которые, собственно, занимались этими всеми делами. Просто я почему это спрашиваю, потому что для Башкирии это важная на самом деле тема, потому что у них очень серьезные проблемы с предприятиями, которые ресурсы, сырье. Я думаю, что да, мы перейдем к Башкортостану. Сейчас нам нужно общую ситуацию обрисовать. То есть есть целая группа, особенно африканских стран, где вот эта вот родоплеменная или еще называют трайбалистская система не только ярко выражена, но и стала причиной, во многом именно она стала причиной то, что во второй половине 20 века, после того, как была свергнута, собственно, колониальная ига в этих странах, многие из этих стран так и не состоялись в качестве современных государств. Можно сказать, что большинство африканских стран так и не преодолели
на своем пути. То есть поверхностная модернизация произошла, но сама структура общества, сама родоплеменная система осталась прежней, и фактически она осталась, ну, во многих странах даже не феодальной, дофеодальной. И даже в таких развитых до недавнего времени странах, которые входили, ну, в двадцатку развитых стран, например, ЮАР, или Нигерия, которая за счет нефтяных ресурсов тоже была довольно развитой страной, сейчас раздираемы вот этими самыми клановыми племенными противоречиями. Причем колониальные державы оставили еще очень такую мину замедленного действия. Дело в том, что во многих обществах уже происходила классовая дифференциация. Ну, в тех же, допустим, в Южной Африке зулусы, которые были таким военно организованным племенем, собственно говоря, это скорее армия, чем племя. И в состав зулусов, значит, Чака Зулу набирал как раз представителей разных племен. Но их, они были модернизированы уже внутри вот этого зулусского общества. Они сумели подавить сопротивление, ну, других народов, Коса там и другие. И они были таким правящим классом. Когда буры пришли, они, конечно, вели несколько зулусских войн, нанесли поражение зулусам. Потом пришли англичане, начали воевать и с зулусами, и, соответственно, потом и с бурами. Но они сделали ставку не на зулусов, которые всегда были очень такие воинственные и не собирались сдаваться. Они сделали ставку на других. И как раз зулусы подвергались значительным репрессиям. Недаром, кстати, представители, практически все представители АНК, это не из народа Зулу. АНК это у нас что? Африканский национальный конгресс, который создал Нельсон Мандела и его представители. После этого, когда уже включились, значит, зулусы, то они сейчас в ряде провинций, вот там были в провинции Наталь, волнения совсем недавно, это как раз вот развитие этих самых противоречий. То есть даже такая развитая страна, как ЮАР, в принципе, не лишена вот этих противоречий. Ну, что говорить о совсем других странах. Вот даже Ливия, которая вроде бы давно была колонизирована, до этого была в составе Турецкой империи, где, казалось бы, должны были эти все племена исчезнуть. Нет. Ну, в некоторых источниках называется, что Ливия страна 140 племен. Вот представляете, сейчас все эти племена вооружились, и каждое из этих племен воюет за то, чтобы захватить какую-то нефтяную качалку. Поскольку у них есть, если у этого племени есть нефтяная качалка, то они все живут достаточно хорошо. Вот пример того, как вот эта самая трайбалийская система разрывает эти государства. То есть, ну, а другой пример Тунис, где фактически нет вот этого давления племенного. Ну, в какой-то степени в Алжир, хотя там есть свои кабилы, требуют отделения, даже создания своего государства. Но все это наследие вот этих самых родоплеменных традиций. И это все делает, с одной стороны, эти государства уязвимыми, а с другой стороны показывает, что у них нет перспектив развития. То есть у них внутри государства не складывается, ну, допустим, нигерийская нация. Даже в таких странах развитых, как Эфиопия, ну, для нас казалось, ну, все живут эфиопы, но оказалось, что ничего подобного, что даже в христианской части, которая уже одна из первых стран, которая приняла христианство, да, ну, от коптов, то есть у них древнейшая христианская религия, монофизитская. Вот там народность тигри, которая говорит на том же самом ахмарском языке, что и, ну, основная часть эфиопов. Но при этом они сейчас ведут жесточайшую борьбу. Мало того, что от самой Эфиопии оторвалась Эритрея, значит, на юго-востоке, в Агадене, там племена, которые тяготеют к Сомали, в общем, требуют независимости, так еще и внутри этого общества. Вот
это показывает, к чему, собственно, ведет вот такая трайбализация общества. То есть, с одной стороны, кажется, что это возрождение традиций, что это... А на самом деле это шаг в обратном направлении от модерна, от становления современных наций, и соответствующим образом это скатывание в добуржуазное общество. То есть, можно сказать проще, к феодализации социальных отношений. Я уже слышу голоса оппонентов вам. Они вам могут сказать, вот в Башкирии есть сторонники трибализации общества, да, но они не смотрят в сторону Африки, они смотрят в сторону Шотландии, сыты и довольны, где тоже есть свои кланы, где все хорошо, где там устраиваются парады, их такие же парады родов и племен хотят устраивать в Башкортостане и среди этих татарских северо-западных районов. Что можно сказать по Шотландии? По Шотландии дело в том, что то, что называется вот этими самыми шотландскими кланами, на самом деле до XVIII века это была самая угнетаемая, самая загнанная часть шотландского общества. Те легенды, красивые легенды, которые живописал Вальтер Скотт, там, в романе «Роб Рой» и так далее, на самом деле это просто красивая романтическая легенда. А на самом деле это самая угнетаемая горная часть Шотландии. В основной части Шотландии, где находится Глазго, Эдинбург, ну и другие крупные города, равнинная часть Шотландии, никаких кланов давным-давно не было. Эти самые кланы, то, что называется Кэмпбеллы там и ряд других этих самых кланов, на самом деле это феодальные владения, внутри которых вот этот клан этих Кэмпбеллов, который не имеет никакого отношения к... То есть изначально территориальная единица лежала? Конечно. В основе современных этих лежала традиция. Вот, но с 18 века, когда все это стало такой красивой сказкой, появилось у знати желание как-то, какие-то традиции возродить. Я уже не говорю, что на самом деле вот эти самые килты, это изобретение 18 века. Килты это у нас платье, да? Юбка, так называемая. Но на самом деле они очень возмущаются, когда это сам называют юбкой. Потому что килт это и есть килт. Но он возник из пледа. Просто там один английский разработчик, значит, какого-то небольшого лесхоза начал резать большой плед наполовину и раздавать, значит, своим служащим вместо большого пледа маленький. И они обертывали его вокруг пояса. Ну и вот возникла эта традиция. Ну а сейчас это, конечно, это целое, это сейчас начинается, что вот у такого-то клана, значит, придумывать такая-то клетка, такая цветовая гамма, у такого такая. Но на самом деле, это конечно, все про Башкортостан, да. Это выдуманная история и придуманная, можно сказать, в эпоху модерна, когда это уже в реальной жизни этого не существовало, но вот красивая вывеска, это осталась, и она эксплуатируется, особенно в туристическом бизнесе. В общем, ребята-трибалисты из Башкортостана, видимо, перечитали Вальтера Скотта, да? Да, очевидно. Но туда романтическую историю, а, к сожалению, нереальную. И есть и более близкий пример. Вот у нас есть Казахстан. Так, Казахстан, ребята, да, это поближе вот к нам уже? Поближе. И там то же самое есть проблемы. Я посмотрел несколько чатов, посмотрел несколько передач и интервью, и удивился. Я и раньше, когда общался с казахскими коллегами, я спрашивал, вот как вы, откуда, и они говорят, у нас племенное деление РУ. Тот
из Найман, тот из киреитов, тот из кипчаков. Табыны, наверное, еще Да, есть. там много, ну, их там 77, по-моему, Ох. если не больше. Причем они живут так чересполосно, что на самом деле там нету поэтому поговорим про Башкортостан, Да. а на самом деле вот эти самые и в старшем, и младшем, и среднем Жузе были представители всех этих племен, ну, в некоторой разной комплектации. Но все они так или иначе присутствовали. Так вот, у современной молодежи, значит, они сами в интервью говорят, что после того, как узнают имя, второй вопрос: из какого ты РУ? Причем молодые девушки, парни. И объяснение такое, почему там спрашивают, а почему это так актуально? Ну как же, это же надо знать, вот чтобы генетика была хорошая, а вдруг женишься на родственнике. То есть у них представление такое, что, значит, все, ну, условно говоря, допустим, найманы, да, что все они какие-то родственники. Но на самом деле, конечно, нет. Один в младшем, другой в старшем, там между ними нет никакого родства. Но тем не менее, это вот как-то подбирать нужно, что вот при этом это все обрастает очень такими, найманы считаются очень хитрыми. Да? Там другие, значит, ну не будем говорить, значит, что они Нет. очень такие ярые, такие очень импульсивные. Другие, значит, какие-то тихенькие, значит, это. В общем, вот эта трайбализация, она обрастает вот этой самой, начинается мифология. Причем это очень заметно, как происходит среди молодежи. То есть вот эти традиции почему-то стали, ну, особенно в молодежной среде. Но мне кажется, просто у молодежи есть какая-то потребность в субкультурности какой-то. Очевидно, очевидно. А вот старшее поколение, оно говорит, что категорически выступает против трибализации. А как это работает? Как вот с возрастом мы, молодежь, понимаем, к черту эти наши племена, рода, мы хотим быть единым казахами, едиными башкирами. Вот, да. Но это развитие нации, видимо, то же самое проходит детство, отрочество, юность и уже зрелость. Вот на стадии зрелости люди, которые принимают решения и которые развивают это, они подчеркивают, да, конечно, есть, надо помнить, кто у нас предки, это вот наша традиция, но мы все единые казахи. Никакого разделения, никакого, значит, у нас нету никаких племенных делений. И заметьте, Назарбаев потратил огромные миллионы долларов на издание источников по истории Казахстана, на целый ряд книг по истории Казахстана, причем в каждую там районную библиотеку огромную. Ну, собственно, он создал целую библиотеку довел их до низового уровня вот эти самые. Но там нет ни в одной книге, нету ничего про трайбализм в Казахстане. Ни на племенном делении, ни одной книги. Хотя он, я думаю, что дал бы команду, и там написали бы историю каждого рода. Ну, как Муртаза Рахимов, про каждый род. Да, так нет. А вот почему, вот вопрос-то какой, а почему же Назарбаев что, глупее Муртазы Рахимова? А почему он этого не делает? Хотя у него это самая, племенная идентичность, родоплеменная, она в обиходе, она в крови. И люди прямо общаются и спрашивают, значит, какой твой РУ? А при этом никакой политики на государственном уровне трайбализации в Казахстане нет. Я только бэтэш могу сказать. Да, ну это же не удивительно. То есть они-то все прекрасно понимают, что это развитие вот этого самого трайбализма, то есть это шаг в сторону, обратно от модернизации. То есть был достигнут определенный с большим трудом в советское время уровень модернизации и становления нации казахской. И сейчас ее легко просто столкнуть обратно в родоплеменную стихию. А что такое? Представляете, там начнется
скажет, вот нам принадлежит Байконур, вот это самое, на родовых землях найманов расположен Байконур. Так, ну-ка платите нам, значит, это. Другой скажет, а здесь у нас урановые рудники, значит, тут изгнали наших предков, давайте-ка это ренту. Вот и единому казахстанскому государству придет закономерный финал. Как в этих самых fail states африканских. То же самое, он будет разделен и с удовольствием, я думаю, что это будут поддерживать соседи для того, чтобы разорвать этот самый Казахстан на части. Именно поэтому руководство Казахстана мудро, полагая, что это делать нельзя, свою пропаганду не направляет на сторону, наоборот. Я же говорю, это как это молодежная субкультура. Вот у меня такое впечатление сложилось, что именно молодежная субкультура, потому что никакая не государственная пропаганда. Наоборот, все авторы, все в один голос говорят, казахи сложились в нацию там, в середине 20 века, все, точка. Все, мы прошли эту стадию. Это уже неинтересно. Но это где-то там на заднем фоне есть какое-то знание о своих предках, это очень хорошо, но это не главное. Казахстан, конечно, да, ассоциируется с юртами, там все, но у нас аэрокосмическая промышленность, у нас мы современная нация. Это же ведь неудивительно. Вот смотрите, вот давайте теперь разбираться с национальными проектами. Вот есть татарский национальный проект, который ну, серьезным такой частью сейчас в составе Башкортостана находится, да, там в количестве там 1,5 миллиона татар. И есть вот башкирский национальный проект. Вот у меня такое понимание, что в принципе башкирский национальный проект это полностью продукт советского периода. У них и литературный язык появился во время Советского Союза, и историю Имраль Гумерович Кузеев написал во время Советского Союза. У них и никакой, вроде бы как, башкирской буржуазии, буржуазного капитала не было. И с исламом у них тоже там в основном были имамы татарские, да. Вот. А вот татарский проект, он все-таки отличается от башкирского. У нас, значит, мы и стадию феодализма прошли, и накопление капитала, и идеология у нас исламская. И мы со всем этим скрабом влезли в Советский Союз, нам там 2 раза отшибали наш язык, там меняли нам графику, разорвали связь нашу интеллектуальную с нашими этими дореволюционными просветителями. И вот мы, значит, сейчас сидим, 2 национальных проекта, татарский и башкирский. Вот на ваш взгляд, вот эта вот популяризация, вот это вот внедрение башкирской идентичности, как ложится на татарский национальный проект и как на башкирский национальный проект? Есть ли разница? Ну, пока, да, в стороне оставим татарский, потому что здесь уже многократно мы характеризовали, поэтому второй раз, я думаю, если что, мы можем специальную передачу посвятить. Здесь надо просто иметь в виду, что один момент сыграл очень важную роль. Почему у татар ничего подобного нет? Я тоже в свое время очень как-то чувствовал себя неловко, думаю, как же так? Вот у всех там есть вот это самое деление, значит, племенное, да. А потом выяснилось, что вроде ничего нет. Но со временем, когда стал более глубоко это все изучать, оказалось, что у татар тоже в какой-то степени это, ну, по крайней мере, было до определенного момента. Еще в 17 веке татарская служилая знать, несомненно, имела вот эту самую родоплеменную идентичность. Кроме татарской общей, ну как служилой, да, они имели еще и клановую принадлежность. У них были и свои тамги там и так далее. Но произошло страшное. После Петровских реформ и указа о едином наследии мусульмане не могли завещать свою землю и не могли владеть крепостными крестьянами и вообще не могли владеть землей. И тем самым татарская служилая знать была полностью деклассирована. И вот тогда она слилась с основной массой
можно сказать, податного населения крестьян. Хотя они получили такой промежуточный статус, а потом и при Екатерине многие сумели подтвердить, вернуть княжеский там, статус, дворянский статус. Но земли им никто возвращать, конечно, не стал. Что государство российское взяло, оно уже никогда не возвращает. Поэтому оказалось, что много татар, но они растворены в крестьянской и мусульманской среде. Но поскольку у них было влияние, средства, образование, они стали быстро, активно использовать в XIX веке это для своего развития. Ну и, соответственно, и нация как на дрожжах стала подниматься. И в такой ситуации важную роль играла именно общая татаро-мусульманская идентичность, а не какие-то мелкие племенные идентичности, которые постепенно, ну, если не забылись, то ушли вообще очень на дальний задний план. Потому что это не давало никаких преимуществ для купцов там, первой гильдии или второй гильдии. Ну и что ты там... Они, кстати, в татарской ратуше есть там, что он там князь такой-то, у него есть своя тамга. Но это не более чем такое воспоминание о давно прошедшем явлении. Не то у башкир. Дело в том, что вплоть до 1917 года 1917, ребята. Да, башкиры были привилегированным сословием. И для них вот это самое страшное случилось именно в 1917 году, когда Временное правительство отменило все сословные социальные привилегии и перегородки. Значит, потом большевики объявили, что земля тем, кто ее обрабатывает. И получилось так, что башкирские вот эти самые родовые старшины, которые владели землей и которые пускали на свою землю припущенников, бобылей там и так далее, разные категории податного населения, которые платили и государству, и соответствующим образом и этим родовым старшинам. И они за счет этого жили и развивались, и у них все было хорошо. И вдруг в один миг оказывается, что они лишены этих сословных привилегий и не имеют, соответственно, никаких земельных угодий, которые они могли бы сдавать в аренду. Если мы посмотрим съезды башкир, которые проходили в 1917 году, там первый пункт – вернуть социальные привилегии. Вот если бы не недальновидная или, прям скажем, глупая политика Колчака и других белых генералов, то Башкортостан и башкиры, они вполне перешли на сторону, как и казаки, на сторону Колчака. Еще, возможно, это был бы как раз тот самый гирька весов, который эту самую перевалила бы чашу белого движения. Но поскольку генералы были, как и все генералы, довольно туповаты, то они, как говорили, единая неделимая Россия, так и продолжали твердить. И никаких, значит, привилегий башкирам возвращать не собирались. А Ленин сказал: да, конечно, хотите республика, а в вашей республике будете сами определять свои внутренние правила там и так далее. И Валиди, пожалуйста, 10 тысяч всадников посадил в эшелоны и бросил на фронт с Юденичем, которые просто растоптали, значит, Юденича и всю его армию, и хотя он уже подошел прямо к Пулковским высотам. И тут на него обрушилась татаро-башкирская конница, которая растоптала еще всю армию Юденича и гнала его до эстонской границы, где эстонские власти с удовольствием их разоружили и интернировали. Тем самым белое движение на западе РСФСР прекратилось. Ну, потом понятно, что советская власть навела свои порядки, и как и в районах, где проживали казаки, так и башкиры были лишены каких-то прав.
Но в это время начинается активное уже советское нациостроительство. Я помню, когда готовил свою большую книгу, Раиль Гумерович Кузеев, он издал несколько препринтов и приезжал в Казань, он проводил обсуждения, семинары с обсуждениями вот этих самых препринтов по разным этапам истории, он называл это Приуралье, не башкирского народа, а более широко. То есть народы, это то, что стало потом книгой «Народы Южного Урала и Прикамья». И вот в одном препринте, значит, там есть такое, что на этапе, значит, в 20 веке, в начале 20 века, башкиры сложились в социалистическую народность. И что он говорит, это крупнейшее, значит, одно из моих достижений в советскую этнологию, значит. И там, значит, когда обсуждали, я говорю, а как вообще, что такое социалистическая народность? У нас, например, социалистические нации все. Он говорит, нет, все-таки на нацию не тянут, вот социалистическая народность. Я говорю, а чукчи это социалистическое племя, что ли? Он говорит, мол, что ты там это все подвергаешь критике, как ты ерничаешь? Нет, мол, хотя надо подумать над этим. Понятно, что это было где-то в 87-88 году. В 91 году эта вся советская схоластика, конечно, схлынула. И уже стали говорить, что башкиры сложились в нацию. Я уж не знаю там сейчас, как этот вопрос трактуется. Я так понимаю, что уже, по крайней мере, с 19 года считается, что уже башкирская нация. На всякий случай мы их нацией называем, а так, конечно, есть сомнения большие. Нет, тут нет никаких сомнений в том, что особенно сейчас, когда развивается вот этот самый проект, мне кажется, что он ясно показывает, что башкирская нация идет назад в будущее. То есть в будущее такое сословно-феодальное, родоплеменное. Что ж, каждый народ, в общем, волен выбирать свой путь. Только наших татар в Башкортостане не трогайте. Да, с татарами как раз вот такая ситуация, что они были мусульманами, земледельцами, и границы между татарами-земледельцами и мусульманами и башкирами, которые долгое время сохраняли вот элементы полукочевого образа жизни, и вот наряду с этим они владели вот этой самой землей, которую значительную часть отдавали в аренду, и за счет этого могли, собственно, вести вот это свое совершенно нерентабельное в условиях даже России 19 века хозяйство. Потому что оно было никакое не товарное, оно никакое, это просто для содержания семьи. Если бы не вот эти средства, которые они получали за счет никаких башкирских там влиятельных людей, князей, которые потом выбирались в Российскую Государственную Думу, которые частично были включены, на первых этапах в башкирскую элиту там, и так далее. Ничего бы этого не было. Просто вот мы же видим, как это происходило, допустим, у казахов, которые были, не имели таких привилегий. Наоборот, народы степного, так называемого края, они были лишены даже избирательных прав. А вот с башкирами за счет вот этих социальных привилегий там было много чего доступно. Но очевидно, что в советское время башкирская нация, она развивалась таким советским путем. Что такое советский путь развития? Можно посмотреть на примере узбекской так называемой нации. Значит, никакой узбекской нации в Туркестанском крае и в Бухарском Эмирате, в Хивинском ханстве, Каканском ханстве никогда не существовало. Но в 20 году по
поскольку кочевые тюрки Мавераннахра, ну, то, что называется узбеками, они были влиятельной группировкой, собственно, самообразованной, на кого-то опереться должны были, и из них были так называемые младобухарцы вышли, ну, это наши джадиды, только чуть-чуть более консервативные. И советская власть именно стала опираться именно на них. Хаджаев, Камиль Икрамов, это как раз вот и были, собственно, выходцы из этой среды. И они были узбеками. И когда встал вопрос, значит, как делить границы, то и как называть вот эту самую новообразованную территорию и ее народ, то, конечно, узбеки. Но вплоть до 50-х годов неофициальные переписи фиксировали, что 40% называет себя сартами, 30% тазиками, таджиками. И только 10%, собственно, ну вот это то, что были кочевые тюрки Мавераннахра, узбеки. Но, тем не менее, все их считали переписи потом и сейчас узбекской нацией. То есть их вот в советский период перемололо в эту лаборатории советской в нацию узбекскую. Да, в узбекскую нацию. Теперь уже попробуй скажи, что узбек, что он не узбек. Вот это, но здесь с Башкортостаном, по сути дела, после того, как присоединили оставшуюся часть к Малой Башкирии, оставшуюся часть Уфимской губернии, очевидно, собирались то же самое, такой же фарш сделать. То есть всех раз перемолоть через советскую, значит, мясорубку и слепить башкирскую нацию. Но татар, во-первых, было слишком много, а во-вторых, рядом был Татарстан, который всячески поддерживал и не давал растворить. Ну и, собственно, своя идентичность у татар, которые привыкли бороться не только там с половцами и печенегами и переживать ни одного завоевателя, имели довольно крепкую идентичность и до сих пор перемолоть никто не может. Христианизацию пережили во время да. Ну, вот я и говорю. Елизаветы Петровны, и башкиризацию переживем. Да, то есть и здесь получилось так, что перепись показывает, что башкиры-то названы титульной нацией, а по переписям 1959 года, что они занимают там чуть ли не 3-е место. Ну и понятно, что это вызвало желание, стремление в эпоху застоя как-то усилить этот самый процесс переваривания. Ну и был выбран такой проект вот этой самой переваривания, модернизации, присвоить все татарское к себе и тем самым как бы показать, ну вот видите, у вас, ну только язык мы назовем башкирским, а так все остальное, вся история, вся культура, все это у нас общее. И даже ваш сабантуй мы готовы, значит, принять, хотя вообще странный праздник плуга у кочевых узбек, это самое, башкир, и между юрт они там, что ли, это самое, пахали. Они ход конем делают, они говорят, что мы кочующиеся, мы просто из одного места этот праздник в другой перенесли, но мы же в себе несли этот сабантуй. А плуг за собой тащили, борозду делали. Да. Ну, Искандер Абый, давайте немножко поотвечаем на вопросы наших людей. В общем, к нам в чат уже ворвались тройболисты, башкирские башисты. В общем, вот один выпендривается, комментатор, он себя обозвал Тулус Хостилиус Романум Рекстертиус. Что он по-латински написал? Вот здесь вот. Тулиус Хостилиус Романум Рекстертиус. Кто он такой вообще? Что он хочет нам сказать? Ну ладно, он нам много вопросов написал, на всех отвечать не будем, потому что он, сволочь, троллит нас. Он тут хороший вопрос задал с точки зрения татар. Да. Давайте. Исхаков говорил, что башкирские племена северо-запада части Башкирии по происхождению являются, цитата, значит, Исхакова, стандартными средневековыми татарами. Будут ли возрождать у татар память об этих родах? Немножко откорректирую вопрос.
Что вообще делать татарам со своей памятью о том, что у нас раньше были рода? Потому что татар Башкортостана это касается, я делал несколько разборов, ну, у них были эти рода. Ну да, нет, у башкир, несомненно, были рода, поскольку, еще раз говорю, это вот насколько это была память древняя, я вот тут с Раилем Гумеровичем сильно не соглашусь, что она имела какую-то древние корни. Объясню. Вся эта память вдруг внезапно появилась в XVIII веке, когда при Екатерине произошла стабилизация, и нужно было закрепить за вот этими родовыми кланами территорию. То есть до этого их изгоняли, забирали землю под рудники, Татищев гонял их, и вот эти восстания разгоняли, то есть и землю отбирали, там, и племена перемещали. А вот тут наступила стабилизация, и тут все бросились создавать вот эти обосновывающих права. И тут вот как раз в XVIII веке и возникла вот эта самая культура этих самых шеджере, которые вдруг внезапно стали появляться в большом количестве. И поскольку никаких письменных у них прав не было, то вот они приводили вот эти самые, а поскольку акынам было все равно о чем петь, значит, то вот был социальный заказ, и они все это перекладывали, значит, татары все это записывали, отправляли в канцелярию и говорили, ну как же, вот это наш родник родовой, значит, там и так далее. И мы поэтому здесь храним свою память предков. У меня вот тут есть интересный вопрос, мы это, я думаю, что как-нибудь особо можем обговорить. Это Урал-Батыр. Это память тысячелетий. Да, нет, память тысячелетий. А у меня вопрос, а как же так, память тысячелетий, которая прошла, башкирская, несомненно, башкирский народ хранил ее, а почему там нет никаких родоплеменных делений? Ну все, сейчас они будут переписывать Урал-Батыр. Зачем бы им показать? Нет, в Урал-Батыре нет никаких, ни бурзян, никаких нет. Там все как-то это все гомогенно описано. То есть, я понимаю, что это, конечно, выдумка 50-х годов 20 века, но вот этот показывает разный уровень. То есть в 18 веке нужны были шеджере, а в советское время нужно уже было показать модерновый проект, что все башкиры имеют автохтонное происхождение и единый, значит, что они единый народ. Само название Урал-Батыр вообще, Урал был переименован, да, река Яик, была Джаик, да, была переименована при Екатерине после восстания Пугачева, чтобы навсегда истерлась память о яицких казаках. Вот так вот. Поэтому, что это и тысячелетний эпос вдруг, значит, имеет, значит, такие екатерининские традиции, коннотации. Но я так говорю о другом, что у татар северо-западного Башкортостана, которые заселили эти территории, по крайней мере, с XII века начинается, и в XIII-XIV веке они спускаются, фактически до среднего течения Акэдели. Причем там есть кладбище с надгробиями, там есть мавзолей, который сейчас там по каким-то башкирским родам приписывается. Это все, конечно, фейк, но то, что они имели совершенно другой обряд погребения, образ жизни и традиции земледельческие, мусульманские, это несомненно. Но если мы посмотрим на археологическую карту XIV века, мы увидим, что кочевое население жило гораздо южнее. Там археологическая карта, в отличие от шеджеры, она не врет. На ней все это, обмануть ее невозможно. Там все наглядно. Если бы как-то будет возможность, мы покажем все это на карте. И поэтому, конечно, это земледельческое население, оно было гомогенным, оно не имело никакой родоплеменной структуры. И мы не собираемся развивать в своей нации какие-то родоплеменные традиции. Мы единая нация и единая и неделимая.
Нам чужды какие-то местечковые родоплеменные традиции. Мы преодолели это еще в XVIII веке. Искандер Лерунович, тут наши очень продвинутые зрители вот этому выпендривающемуся башкирскому римлянину советуют прочитать вашу большую статью, которая называется «Историческое прошлое как фактор национальной мобилизации». Это ему предлагает Дамир Набиев, я знаю, в принципе, этого нашего очень постоянного зрителя. Кратко в тезисах, вот о чем ваша статья «Историческое прошлое как фактор национальной мобилизации». И вот зачем это можно сегодня почитать, например? Вот, хорошо. Склоняю голову, да, перед нашим слушателям, зрителям. Действительно, у татар роль вот такого объединяющего фактора, кроме всех других, языка, религии, образа жизни, культуры, играет и историческая память. Ну и вообще в становлении нации значительную роль играет историческая память. Вот когда говорят, что можно нацию сконструировать и создать из любого конгломерата каких-то людей, ну, допустим, из филателистов, да, создать какую-то народность или нацию. Ничего подобного. Если каждое поколение не связано между собой общей культурно-исторической памятью, памятью о пережитых годах, веках, нет осознания места каждого поколения вот этой череде поколений, нет представления о ключевых этапах этой истории. Вот мы говорим там падение Казани, христианизация, создание Казанской ратуши, указ о веротерпимости, создание партии Иттифак аль-Муслимин, создание Республики Татарстан. Все это, вот, ну, если обращаться в древность, это принятие ислама, общее создание государства Волжская Булгария, создание Золотой Орды. И все это не просто вехи, они встроены в единую систему исторической памяти нашего народа. В той или иной степени это все является нашей общей культурной традицией. И фактор мобилизации – это в том, чтобы актуализировать внимание на вот эти самые моменты. Кроме вот этих узловых точек истории, есть еще и места памяти, так называемые. Это Болгар, это Беляр, это Искер, это Сарай на Нижней Волге. И вот это все тоже наши исторические места памяти. И там до сих пор, и сейчас живут татары, которые там жили испокон века. И вот эти все традиции объединяют нас и актуализируют наше прошлое, которое является одной из главных скреп, собственно, татарской нации. В общем, тут башкирский римлянин не сдается и говорит по поводу шотландской этой клановой идентичности. Клановая идентичность шотландцев помогла предотвратить английскую ассимиляцию. Кланы – основная шотландская идентичность, основа шотландской идентичности. Тут, видимо, человек хочет сказать, что клановая идентичность в башкирах – это такая фишка, с помощью которой можно противостоять татаризации. Да, может быть. Но если говорить о шотландских кланах, вообще надо иметь в виду, что кроме незначительной группы населения севера Шотландии, на гельском языке в Шотландии практически никто не говорит. Сейчас делаются попытки его возрождения, и ну, какой-то процент знающих гельский язык увеличивается, но тем не менее шотландцы, никакая клановая структура не предотвратила их ассимиляцию, предотвратила государственность и осознание того, что все они шотландцы. Они не разделены на клан. Если бы они были разделены и вот эта самая часть на кланы еще и равнинная, то англичане бы их давно уже съели и переработали. Но поскольку
вплоть до 18 века у них своя государственность, а потом еще и целый ряд якобинских восстаний там и так далее. И вот это вот движение за национальное возрождение, ну, опять же, Вальтер Скотт своими историческими произведениями, Роберт Бернс, они, ну, и песни Оссиана, все вот эта вот традиция, не благодаря, а вопреки английской, значит, ассимиляционной политике, позволяла считать им ну, отдельной нацией. Но это наследие, еще раз говорю, это наследие вот этой самой государственности, древней государственности, а отнюдь не деление народа племенную структуру. Еще раз говорю, и вообще ее никто не помнил в том же 18 веке, кроме, еще раз говорю, очень небольших этих самых северных гельских поселений. Вот, кстати, тут один в чате говорит, когда я служил в армии, чеченцы рассказывали, что дома, ну, имеется в виду, наверное, тейпы, да, враждуют с ингушами. Вот интересно, дома, что он имеет в виду. Почему такие близкие родственные народы, ну, то есть чеченцы и ингуши, не могут поладить друг с другом? То есть, я так понимаю, в коммуникации двух этносов, нам, значит, комментатор хочет сказать, что вот эта вот идентичность, эта вот родовая, да, вот это, она мешает коммуникации? Разумеется. И вот как раз, ну, исторически сложилось, что ингуши это равнинные жители, и они были более мусульманизированные и более просвещенные, и, ну, и сейчас считаются. А чеченские кланы это более горные, исламизация у них, ну, только в 19 веке прямо так зашла сильно, и это вызвало вот это движение меридизма. А ингуши более ранние, они общались еще и с золотоордынскими татарами и испытали вот просвещенческие традиции. И вот это все. И, ну, тейпы это все-таки не родоплеменная структура, это немножко другое, ну, похоже. Но это тоже отнюдь не способствует консолидации. Слушайте, а вот если сравнивать сегодняшние непростые отношения между татарами и башкирами, и вот чеченцы и ингуши, это, ну, мы повторяем вот это вот диалог слэш конфликт, Ну, есть какие-то нет. схожести, или мы очень разные все-таки? Разные. Нет такого прям непримиримого там, это больше раздувается. Там непримиримых противоречий между ингушами и чеченцами нет. Все-таки они осознают, что все-таки они общий язык имеют, ну, в определенной степени общие традиции, культурные, мусульманские. И я не думаю, что это можно релевантно сравнивать. Все-таки долгое время, еще раз говорю, башкиры по образу жизни, ну и то, что вот сейчас раздувается, говоря о вот этой трайбалистской системе, то это говорит о том, что вот эта вот самая система, она ведет свое начало именно с кочевого быта и кочевых народов. А все-таки ни чеченцы, ни ингуши не были. У них образ жизни довольно схожий, но еще раз говорю, только ингуши более все-таки земледельцы, чем высокогорные скотоводы и, ну, такие, земледелием все-таки у чеченцев было, ну, позднее явление. Тут мне, короче, втык устраивает один комментатор в чате, разглагольствовать такую чушь, и, кстати, подхваченный у дилетантов и подкинутый имперскими идеологами про татар-проект, это, по крайней мере, некорректно. Под татарским проектом я на самом деле имел в виду то, о чем говорили, о чем транслировали в татарское сообщество наши дореволюционные татарские просветители. Что я просто не совсем в курсе, может быть, уточнишь все-таки, что за имперские идеологи пишут про татарский проект, просто впервые об этом сталкивался. Может, вы в курсе? Да, Миллер, есть у нас такой историк, доктор наук, который писал о национализме
ну, украинском национальном движении в России. Ну и целый ряд писал трудов, в частности, «Нация и империя», о национализмах в Российской империи. Вот он называет, что вот у татар был свой проект нациостроительства. Я не думаю, что это правильное слово. А что он имеет в виду? Вот, то Проект, ну, надо, конечно, его спросить, но он нигде не артикулирует, что это такое, прям вот не расписывает, что вот, как увенчался успехом, почему он был успешен, этот проект. Мне так кажется, что ни у Марджани, ни у тех, кто создавал медресе, мечети, кто способствовал развитию своих соплеменников, давал деньги на то, чтобы общество, община развивалась, что у них был в голове какой-то единый образ, который транслировался. Просто Марджани прекрасно понимал, что для татар единственный способ выжить и занять достойное место в Российской империи и в мире – это стремиться к образованию, стремиться к культуре, стремиться дотянуться до высших пиков мировой научной мысли, мировой политической мысли, культурной мысли, и через это сохранить свою идентичность. Он прекрасно понимал, что консервация ни к чему хорошему не ведет. Non progredi est regredi. Если мы не развиваемся, мы откатываемся назад. Вот в связи с этим я хотел бы сказать, что вот башкирский проект сейчас, это совершенно точно, причем сами идеологи, тот же самый Азат Бердин, он прямо говорит, что это проект, то есть мы создаем сейчас вот эту систему трайбалистскую в Башкортостане, и именно как проект, который должна способствовать башкиризации всего населения Башкортостана. Вот я же говорил, что в советское время башкиризовать татар не удалось. И вот если послушать его выступление, этого Азата Бердина, то в какой-то момент, очевидно, в среде некоторых интеллектуалов, он называет их, что интеллектуалов-традиционалистов, которые сплотились, значит, в 2007-2008 году возле Института гуманитарных проблем. Вот они поняли, что вот идти по пути модерна и пытаться переработать татар на почве вот это самое модерна, как одна нация другую, у них не получается. Наоборот, башкиры скорее татариваются, чем татары башкириваются. И поэтому они сейчас взяли ну, другую, решили реализовать другой проект. То есть недаром вот один из деятелей зарубежных голосов, значит, говорит о том, что идеология вот этой группы очень похожа там на неоконсервативные или взгляды новых левых. Ну, Харун Сидоров это говорит, я понял. Да. Ага. Вот. Он уловил, мне кажется, мысль настоящую, правильную. Дело в том, что и новые правые, и новые левые, как ни назови, это противники модерна. Они противники наций. Почему? Так вот, они традиционалисты, они за возвращение к истокам. А возвращение к истокам это некая докапиталистическая такая действительность, которая нарисована у них в голове. То есть любой консерватизм, он это стремление реализовать некий такой вариант викторианской Англии. Даже если это речь идет об Америке, там, Германии,
Австрии, неважно. То есть в голове вот есть такое представление, что вот есть господа такие, есть слуги, и все строго по стратам разделено, и каждый знает свое место, и управляет, значит, вот эта самая прослойка с помощью там английской палаты пэров, например, там, и никакой народоправия, никакой демократии. Новые левые примерно то же самое, но только говорят, что значит надо просто перевернуть эту самую пирамиду с ног на голову, и вот тогда все будет хорошо. И те, и другие хотят возвращения к прошлому. Именно поэтому они и являются, их идеология так похожа на то, что предлагают башкирские традиционалисты. То есть они хотят обратно вернуться в Средневековье. То, что Умберто Эко говорил, что наше общество больно возвратом к феодализму, у него уже есть несколько сборник эссе «Назад в феодализм». Да, действительно. То есть вот мы имеем дело, в этот башкирский проект, это проект «Назад в феодализм». То есть вернуть вот эти самые башкирские рода. Ну что он предлагает, значит, что это... Ну, как переработать вот этих самых татар? Надо их из нации национализировать, разорвать единое тело татарской нации, назвать каждый аул, значит, названием какого-то рода, и после этого, их сказать, ну вот вы же отдельное племя, но в целом мы племена башкирские. И вот вы тоже, хоть у вас там этот самый аул, там все, никогда вы не были, значит, кочевниками, но тем не менее, вы то все равно находитесь под нашим покровительством. И управлять вот этой самой разрозненными группами вот этих самых расклассированной вот этой самой татарской нации и уничтожить вот эту самую общетатарскую идентичность. Вот на что на самом деле нацелен этот проект. То есть для того, чтобы реализовать, надо внедрить новое. То есть они понимают, что вот, конструировать надо так, чтобы вернуть что-то такое, насадить что-то новое. А как насадишь в среду нации представление о том, что на самом деле они представители какой-то родоплеменной структуры? Но надо разделить сначала, развалить эту нацию. Для этого и ставится, что вот это вот, значит, северо-западные башкиры, это никакие не татары. Это вот какие-то северо-западные башкиры, ну там вплоть до Камы или там до Волги, это уже как у кого идеологии, как в программе, например, этой развития башкирского народа, там стратегии, да, у них прямо написано, что это историческое Башкортостан простирается от Уральских гор и до Волги и Оки там, и так далее. То есть вот исторический Башкортостан. И вот на всей этой территории нужно, значит, нарезать, мелко нашинковать, значит, татар и каждому дать небольшой кусочек, значит, какой-то родоплеменного деления или придумать там. Искандер Лерунович, вы в вашей молодости видели самого Раиля Гумеровича Кузеева, на которого сейчас основываются все вот эти вот создатели родоплеменной идентичности. Вот скажите, вот вы тогда в науке, ну это получается время перестройки, наверное, да, скорее всего? Ну, я его и до этого знал. До этого, да. Вы понимали, к чему ведет его вот эти вот исторические, ну не знаю, как это назвать, не фальсификацию уж, наверное, но какие-то построения? Нет, у него диссертация состав, происхождение, культуры башкирского народа, но она вполне научная, там ничего такого нет. То есть там все нормально. Да, но и он-то, еще раз говорю, он как этнограф фиксировал некоторую общность, которая, ну, из которой формировался уже, то есть он же не до настоящего времени, то есть он брал до начала советской власти. То есть у него диссертация была про древнее средневековье. Ну,
кроме того, что он вообще, я не знаю, как по паспорту у него было написано башкир, но он себя считал татарином и общался исключительно на татарском языке. И ну, А то, что много у него там было всяких шуточек, и он, конечно, терпеть не мог ни руководство обкома, которое там выкручивало ему руки. Но поскольку он был директором института, потом там, директором центра, то есть он должен был общаться. Но каждый раз, я помню, на конгрессе антропологов и этнографов России, который проходил в Уфе, было одно заседание, и там центр, один из центров этномониторинга, Тишковский, издал сборник статей о положении в Башкортостане. Так, ну, там раздали участникам, и тут на следующий день его вызывают, значит, Муртаза Рахимов, там такой разнос, он пришел после этого красный, глотал корвалол, и после этого говорит, ну, заберите кто может, потому что весь тираж книги пустили под нож, отобрали. То есть, конечно, у него была довольно нелегкая судьба, и нелегко ему было защищать настоящую науку. И уж он, конечно, ни в коей мере не мог себе представить, что его труды, его мысли будут использованы таким похабным образом. Но вот я еще хотел обратить на один момент. Вот смотрите, мы видим карту вот этих самых родов. Да, вы видели эту карту? Да, там такая да, ужасно через полосица. Да, как так? Нет, это все правильно. Так, просто, ну, мне непонятно, на какой год, на какой это было зафиксировано. Потому что одни шеджире для одной даты, там, другие для другой. Ну хорошо, это какой-то момент в 18 веке. Только я не могу понять. Значит, а почему мы остановились? Что, дальше история Башкирии закончилась? То есть нас хотят всех вернуть в состояние 18 века? То есть, поэтому, когда мы говорим назад в будущее, то есть, да, назад в будущее, в 18 век. То есть, вот идеал выходит у этих нациостроителей, социальных модельеров, значит. Поэтому и говорят, что там, что привлекает, значит, юрта, мед, значит, кумыс, значит, да. Вот, и еще там играть, значит, кураи, кубызи, и скакать на лошади, в одной руке, значит, лоптоп, в другой, значит, телефон, мобила, и, значит, скакать на лошадке среди, значит, горных степей. Вот идеал. Но просто интересно, а вообще этот идеал насколько привлекателен-то? То есть как это себе представляет? Потом, здесь еще один момент. Вот эта карта, пускай, ну, нарисовали ее каким-то образом. А вот теперь на нее наложим административного деления Башкортостана карту. Она же совершенно другая. Теперь вот, а как они собираются развивать? Значит, ну, в каком-то районе будет, значит, 5 родов, да? В каком-то районе, в 2 районах будет, ну, например, бурзяне, да? Они там большую территорию занимают, может и 3 района, я не очень силен. Значит, а кто из них, в каком районе настоящие бурзяне? То есть... Это же, ну, нет, а как администрировать-то это? То есть идеологически, да, построить такую картинку можно там и просвещать народ можно, значит, книги. А теперь дальше как это реализовать, значит, ну, в популярных, да, книгах. Значит, каждый район, это же каждая школа, каждый район, это административное деление. Значит, в районе 5, значит, то есть в каждом селе, а тут еще, значит, какое-то племя в одном районе, в другом районе. Их как, теперь будут карту административно-территориального деления Башкортостана в соответствии с этими родами будут как-то кроить. Но там же есть люди, которые, допустим, чужды
насаживания вот этих самых традиций. Они скажут, мы-то что, значит, бурзяне, а мы никогда бурзянами не были. Там, еще раз говорю, там много раз в советское время татарам пытались внедрить, что они булгары, а сейчас вот, я же говорю, академик Закиев там пытается бомбардировать, значит, наши декретивные органы с тем, что мы на самом деле не булгары, а казаны какие-то. Но, тем не менее, это не имеет никакого отклика в татарской душе. Как были татарами, так мы и остались. Даже советская власть всей мощью давила пыталась продавить вот этот самый булгаризм, но он не продавливался никак. Ну, татары не перестают быть. На каком языке? Не на булгарском, а на татарском. И так и здесь. Ну, как ты завтра обзовешь, значит, это самое, они бурзяне. Ну, я же там тоже писал, в свое время был такой проект, что, значит, всех татар в Тептерей, значит. Да, была даже написана докторская диссертация, все. А потом, и даже успешно защищена была, а потом перепись. И ни одного тептярина не нашлось. Никто не записался в Тептере. Хотя он прямо говорит, я разговаривал, у меня данные есть, все. Автор, значит, вот Тептяре, такая группа, значит, все. Нет, никак не получилось. А вдруг это еще, Тептяре какое-то отношение, все-таки это социальная прослойка. А как вдруг придут сказать, вы бурзяне? А как это с реальностью соответствует? То есть представление у татар о своем прошлом, оно базируется на совсем других основаниях. Им что флаг поставить, что советский флаг был на Сабантуе, сейчас какой-то флаг бурзян. Ну а дальше к жизни это какое отношение имеет? Что все люди перейдут в юрту и будут есть мед? Если правительство Башкортостана будет финансировать такую жизнь, то я думаю, да. Но это как в Аравии, там, да, иногда из своих дворцов шейхи выезжают на верблюдах, значит, в пустыню, значит, на машинах, значит, это привезут по барханам, значит, поехал на верблюде, потом сел опять в свой джип, верблюда посадил, значит, в верблюдовозку и опять во свой дворец уехал. Вот это, он чтит традиции. Но даже если у них там такого нет, все они наоборот говорят, что никаких племен, никаких категорически, мы все саудины, что мы все единые, значит, нация. То есть они тоже перемололи в себе. Конечно, никаких нет, да. Никаких нет там внутренних. А тут вдруг в модерном обществе пытаться насадить какие-то средневековые порядки и вернуться к этому. Но еще раз говорю, на самом деле, эта политика, она ведет к развалу башкирской нации. Потому что дальше неизбежно, когда ты людям начнешь внушать, что они бурзяне. Вот я говорю, как у казахов там. Найманы это хитрые там. Так и здесь, значит, возникнут бурзяне, это такие, кипчаки это такие. Это неизбежно. Как только ты внедрил вот это сознание, оно должно отталкиваться. Оно же не может быть единым. Ну, да. То есть это единая башкирская нация или единая татарская. Значит, они выступают как какие-то гомогенные общества. А если ты его разделил, мелко нашинковал, так у них у каждого появится свое. А завтра бурзянин скажет, слушай, нас немного, но мы хотим статус малого коренного народа. Мы же имеем право, то есть у нас привилегии, там пенсионный возраст в 50 лет у малых коренных народов. Бурзянский диалект. Да, конечно, он есть, да, и живой диалект, все. Мы будем развивать свою идентичность, свой язык. У нас своя история, вы же написали книги. Там вот сейчас мы напишем свою историю. То есть они думают, что они разваливают татарскую нацию, этим самым ведут к феодализму. На самом деле они катятся как колобок в свой феодализм. И скоро вместо вот этой самой, хоть плохо скроенной, но какой-то башкирской нации, хотя бы условной, там будет конгломерат многих наций.
многих племен, народов, Субнаций, да, которые начнут заявлять о своих правах. Вот, или они думают, что это можно удержать под спудом, ну тогда, а что же вы развиваете? Вы же внедряете это самосознание бурзянское или там какое-то, но тем самым вы должны просчитывать, что дальше будет. Вы это не можете удержать. Будут активисты, значит, вы воспитываете этих бурзянских, там, кипчакских активистов. Вы же не башкирских воспитываете. Давайте немножко перейдем в практическую плоскость. Значит, что делать татарам Башкортостана? Ну, судя по вашим словам, взять катык, взять чак-чак и наблюдать, как башкиры растворяют свою башкирскую нацию в компоте. Раздирают на части, да. То есть расслабиться и, в принципе, лицезреть. Нет, но расслабляться никогда нельзя. Нет, это наоборот, надо усиливать работу просвещения, надо показывать глубокие корни, исторические корни проживания татар, мусульман, земледельцев на территории северо-западной Башкортостана, то, что называется сейчас Башкортостаном, а тогда это была, можно сказать, восточная периферия Волжской Булгарии, потом северная периферия Золотой Орды, и это всегда была территория, где земледельческое мусульманское население жило испокон века. И сохранились, еще раз говорю, археологические памятники. Вот надо показывать глубокие корни татар на этой территории. Очень классное, на самом деле, заявление. Надо поднимать историю татар Башкортостана. Это будет становым хребтом вот этой татарской идентичности. И она противостоит в своей основе вот этой самой кочевой среде, который представляет собой Башкирия. Вот когда мы это все реально детально покажем, то уже не будет никаких вопросов, уже это самая бурзянская общность. Царское правительство в XVIII веке могло там наделять землей, отбирать, кому-то передавать. Это не имеет никакого отношения к племенной структуре и тем более к истории татарской нации. Так, а вот что делать с молодежью татар Башкортостана? Ранее мы уже сказали, что у молодежи есть какой-то запрос на субкультурность. Просто посмотреть, пусть немного побесится там своими этими играми в города и племена и потом вернуться в татарскую нацию. Или, может быть, какую-то татарскую субкультуру предложить? Нет, несомненно. Нет. Я согласен во многом с некоторыми публицистами, в частности, вот из «Миллиарда татар», которые говорят, что нужно создавать какие-то элементы вот этой самой смысловой идентичности, какие-то символы татарской идентичности. Ну а что у нас Тукай, Чпишмак? Нет, ну без Тукая и Чпишмака, ну детали одежды какие-то. Ну развивать, то есть эти вот, ну то, что сейчас говорят бренды, их надо развивать, их надо поднимать, их надо показывать и говорить, что это не просто какая-то присущая какой-то небольшой группке. Нет, это все национальные бренды. Ну, тот же Сабантуй. Ну, как бы мне ни говорили, ну, нет никогда не было никаких башкир, никакого Сабантуя. Это у них были свои родовые праздники, как у монгол там Надам, у казахов там есть родовые праздники, но они другую природу имеют. Такого праздника, как Сабантуй, у башкир не было. И все. Искандер Лерунович, давайте закругляемся. В общем, какие интересные вопросы, может быть? Ну, я тут читал, ребята на самом деле слушали внимательно, потому что количество одномоментных зрителей не падало. Кстати говоря, когда мы начинали эфир, у нас было 7 дизлайков, сейчас стало 6, один, видимо, передумал. Но 6 упертые какие-то трейбалисты. Прям хорошо, вообще. Нет, ну что ж, люди имеют свое мнение, это надо приветствовать. Но если они люди думающие, а не просто такие упертые, если они немножко себе позволят посмотреть чуть дальше сегодняшнего дня, когда все это так
весело с этим проектом, как и с флагами, там, с шествиями разных племен. Ну, смотри, сейчас появятся какие-то элементы национальной одежды, свои флаги. Но это же куда-то дальше должно развиваться. Ну да. Значит, у них будет своя история, их будут в школе учить, что вы бурзяне. Он скажет, приедет в Уфу, скажет, да я бурзян, а ты кто такой? А ты Кипчак, да кто ты такой? Мы их бурзяне главные, а Кипчаки-то кто такие? Ой, они еще ведь там разборки устраивают, мы чукмагужевцы, мы кушнаренковцы, там еще вот это землячество есть. Ну вот, а тут еще этому землячеству еще будет это сильно приправлено. Да, землячество это везде есть. А вот оно будет приправлено квазинациональным самосознанием, и это уже будет гораздо серьезнее. Так, ну, в принципе, закругляемся. На один вопрос отвечу Да. с чата. В общем, бренды, ну, вы о брендах говорили. Вы видели, сколько стоит татарский костюм? От 40 до 300 тысяч рублей. Наиль Сабиров говорит. Ну, вообще-то, вот я свой костюм, с которым я тоже делаю выпуски, я его купил за 10 тысяч рублей. В принципе, можно нормально, бюджетно найти татарский костюм. У вас, кстати, есть татарский костюм? Нет. А почему? За татар топите и нет костюма татарского? Ну, потому что вот заработаю денег. Но потом мне надо его и готовый не купишь, мне надо шить. А это уже на порядок сложнее. Нет, я согласен с этим, что не обязательно ходить в костюме. Тут ведь вот на Украине, например, ходят в вышиванках. Да. Они, кстати, тоже не дешевые. Но и это стало национальным брендом. Вот в Беларуси нет такого. Я сколько спрашивал, не, у нас ничего такого нет. У них даже кухни нет, как оказалось. А у украинцев все есть. Все есть. И это показывает, что они единая нация, они сформировались в единую нацию. И нам тоже, я думаю, что сейчас вот появилась активная молодежь, что-нибудь придумают. Я думаю, что-то такое будет. Не обязательно какой-то строгий костюм. Я думаю, что-то будет такое, что будет подчеркивать идентичность. Искандер Лерунович, Искандер Абы, большое вам спасибо за беседу. В принципе, всем спасибо, ребята. Обязательно будут тайм-коды к этому видео, к этой трансляции. Можете чуть позже зайти и посмотреть отдельные, конкретные вам понравившиеся моменты. Всем пока.